Елена Михайловна, вы здесь сейчас что-то про крыс рассказали, связанное с завозами муки и других продуктов. У нас это была досрочка, да. Мы по 200, по 300 тонн принимали вот эту досрочку. Это с баржами приходили с Печоры. И вот это приходит, и капитаны, эти вот рабочие рассказывают, когда мы выгружали, говорят, мол, так нам нравится, говорит, как его, до Комсомольска, до Якши, говорит, идти это с продуктами, потому что говорит, мы отсюда чистыми, говорит, обратно, говорит, возвращаемся в Печору, потому что, говорит, как вот до Устилыча, говорит, доходим, и крысы, говорит, просто, говорит, это тучами, говорит, вылетает сразу прямо в речку, и как вот такой шум, треск, говорит, стоит в этом в трюке, и они как бы избавляются от этих крыс, и это им очень нравилось. Это я вот как его видела, слышала. Но это явление было многими рассказано, что да, начиная с Устилыча все крысы покидали пароходы, судна. Да, да, да. Но это вот мне представляется, что помимо всяких версий, возможно, что там начинается геопатогенная зона. Ну, объяснения я нигде не читала, не видела. Объяснить никто не мог. Я вот это самое Бажена вот смотрела, Николая Бажукова смотрела это, как ее фильмы-то, эти вот ролики, ну, нигде объяснений не нашла. Не видела, не читала. Что-то, видимо, наверняка никто главную причину не мог, это самое, истину не мог найти. Да, выяснить не мог никак. Ну вот есть такая точка, еще у нас, говорит, на Вишере есть. Треугольником было указано. Это я читала тоже в интернете. Интересно.